Хасай Уцемиев, российский генерал-майор, управлял Карабахским ханством. Уроженец дагестанского селения Аксай. Был женат на Хуршидбану Натаван, дочери последнего карабахского хана Мефти Кули. Интересно, что невеста отказалась покидать Шушу и переезжать в Дагестан. Уцемиеву пришлось переехать к ней в Карабах, где российские власти назначили его на должность управляющего ханством. Однажды кавказский наместник И. Воронцов-Дашков спросил Хасая, привык ли он к Шуше. Уцемиев ответил, что Карабах по своей природе похож на Дагестан, поэтому ему комфортно. Но здесь все эндквот шииты и таких суннитов, как я, нет. Мне трудно молиться эндквот. Воронцов-Дашков предложил ему найти муллу суннита. Хасай согласился и привез аварского муллу по имени эндквот, Мала Мухаммад эндквот из селения Хунзах. Мулла переехал в Шушу со всей своей семьей, включая сыновей Хаджибея и Хусейнбея. Жена Хасая, Натаван, женила Хусейнбея, сына этого муллы, на девушке из деревни Париаглу по имени Ширин Ханум. Имя внуку выбрал его дед Мулла Мухаммад, Узеир. Он вырос и стал известным композитором Узеиром Гаджибековым. Уцемиев глубоко переживая тяготы колониального управления народами мусульманского Кавказа и издевательства над их прошлым и настоящим со стороны официальных властей и ученых, вызвал на дуэль историка и одного из идеологов российского экспансионизма и шовинизма генерала Ростислава Фадеева. Поводом для дуэли послужили слова в книге Фадеева, где он сравнивал кавказцев с недоразвитыми детьми, которые не выживут без помощи белого человека. Хасай хан назвал генерала-историка за эти слова канальей и предложил стреляться, но тот от дуэли уклонился. Хасай хан неоднократно выступал с критикой мероприятий правительства на Северном Кавказе. Не добившись внимания к своим требованиям, обратился к властям с просьбой разрешить ему выезд в Турцию, на что получил отказ. Был выслан в Воронеж, где погиб при не до конца выясненных обстоятельствах.